корма надо нам, в деревне. Корма, вот, это, поля отдали мы сейчас, вот с ним поговорить, наполовину хотя бы. Корма они нам сделали бы. Мы деревню, вот, Россию разобрали с мясом, с молоком даже. Потому что строить не надо ничего. И деньги давать не надо. Только корма надо. Если корма, на все корма вот, пополам разделить, вот, который вот, корма, который отдает. У кого взять корма? Вот, которым землю отдали мы. Вот те. Арендаторы в основном занимаются выращиванием зерновых и подсолнечных. Кормовых культур не выращивают. Да. То есть желающих держать, как проблема именно с грубыми кормами. Да. Вот. И они не хотят. Я сам работал в агроинвесте, теперь Биатон, да, им не выгодно, им не трудно. Вот поэтому, наверное, это в силах районного руководства вот, их как-то обязать каким-то образом. Ладно, вот эти крупные арендаторы, они открещиваются от животноводства, то есть не хотят сами заниматься. Если бы хотя бы занимались производством кормов, вот как Власов говорит, тогда действительно желающих вот, заниматься скота и так далее было бы побольше. Давайте. У меня вот 17 голов в корову и 60 овец. Я один все делаю. А землей заниматься у меня времени не остается уже. Кто вот скотином занимается, только скотином надо заниматься. Кто вот поле занимается, пускай поле. Ну пускай он нам хлеб, солом, все, сено дает. И пополам пускай будет, которым мы наращиваем мясо и молоко. Вот тогда пойдет. Я понял. И деньги не надо, и ничего не надо. Я вас понял.